канун того балагана, который они хотят провести под названием Победа Бесия, да, День Победы 9-го, он, исходя из этого и из той позиции, которую очень сейчас жестко начинает занимать Соединенные Штаты Америки, вот он и вынужден делать такие мирные заявления, проявляя мирную инициативу и показывая о том, что Украина рано или поздно смирится с тем, что они сегодня делают. Под понятием примирения Украины и России это по-путински, по-русски, это полное покорение Украины и уничтожение украинского государства. Вот это смысл. Они вот все эти методы, я всегда провожу параллели, потому что все познается в сравнении. Вспомните 30 лет назад Чеченская республика, когда была свободной, независимой, и после того, как Путин примирил, усмирил, что стало с чеченским народом и с чеченцами сегодня. Вот они рассчитывают именно на этот факт, что со временем, с годами народ устает, ситуация меняется и происходит само по себе, вырастает несколько поколений, переписывается история, и все как бы все нормализовалось и произошло примирение. Я считаю, что если даже мы говорим о перемирии, если вы помните, я всегда говорил о том, что Трамп или Соединенные Штаты Америки, если они правильно используют всю мощь Соединенных Штатов Америки и их возможности оказать давление на Россию, Россию можно подтолкнуть к перемирию. Но примирения между Россией и Украиной уже никогда не будет. Вот то зло, которое сотворило русистое и российское государство в Украине, оно не будет забыто, оно не будет прощено. Да, безусловно, виновные должны быть призваны к ответу и должны быть наказаны. Но это тоже не будет снимать ответственность за все, что Россия сделала в историческом понимании этого. И поэтому вот все заявления Путина и перемирие на Пасху, и 3 дня перемирия здесь, всю ту работу, которую Путин делал с 14 по 22 год, доказывая всему миру, что украинцы это не нация, это не этнос, это часть русских и Россия, и государство, украинское государство это искусственно сформированное образование. Вот все, что он тогда говорил, он по сегодня пытается таким образом снова продолжать. Есть такое понятие у русских: не мытьем, так катанем. То вот теперь другими формулировками Путин после 3 лет войны пытается снова убедить мир, что русские и украинцы это единый народ и что они будут жить в мире и согласии. Вопрос не в Путине. Вот вся эта пропаганда, вся эта идеология, она началась задолго до появления Путиных, Ельциных и прочее. Это Российская империя, это имперцы. И вот эта имперская бацилла, которая в них сидит, и вот эта система, каждый раз, которая начинает трансформироваться в нечто другую форму, но сохраняет имперскость. Ну, вспомните недавнюю историю, да, распад Российской царской империи, да. Во что это превратилось? Никакого распада на самом деле не произошло. Отделились несколько частей. Это Финляндия отделилась, Прибалты и поляки. В остальном Советский Союз в последующем, кроме финнов, им не удалось их завоевать, началась война, и поляков, остальных они снова вернули вот в это имперское стойло. И 90-е годы, когда произошла так называемый распад СССР, никакого распада СССР не было, Юрий. Была трансформация СССР в СНГ. И единственные республики 3, которые удалось выскочить из этого омута, это были балтийские страны. И сделала попытка Грузия и Чеченская республика. Ну, мы знаем, чем все это закончилось.
Вот именно вот сама имперскость этой сути, этой системы, вот она и делает то, что сегодня происходит. И она востребована. Путин был востребован этой системой. Вспомните Путина в начале, когда он пришел в Кремль. И что с ним стало сегодня? И с кем он пришел? Человек, который в свое время заявлял, о чем вы говорите, а какой Крым? Если мы начнем что-то отбирать, то начнут у нас отбирать. Никогда. Мы демократическое правовое государство. Да. Я помню Путина еще в бытность русско-чеченской войны, когда он выходил на Рыбкина, Иван Петровича, секретаря Совета Безопасности, он тогда работал в какой-то системе, кремлевской системе, но он выходил на Ивана Рыбкина и просил его: не уставайте, продолжайте разговаривать. Мы не можем продолжать, нам нужно устраивать нормальные отношения с Чеченской Республикой. Но это кардинально все поменялось. И поэтому до тех пор, еще раз говорю, до тех пор, пока существует вот эта страна вот в тех границах, и вопрос именно в границах, нужно это понимать. Именно в тех границах, если она будет существовать после Украины, ничего не закончится. Россия должна быть децентрализована. Вот это их величие во всем: территория, природные ресурсы, многонациональность. Вот все это не дает забыть вот эту имперскую сущность этой системы, которая сформировалась еще несколько веков назад путем захватнических войн. И сегодня это последняя битва. Дело в том, что вот после Украины, когда они раз и навсегда окончательно потеряют надежду, но они уже это потеряли, теперь у них идет другой этап, да, они хотят вот такими мирными или миролюбивыми заявлениями снова вернуть ситуацию, в которой они жили до 22 года или до 14, до 22 года, даже после 14 года настроения в Украине были неоднозначные, были разные видения, что произошло, это верно, неверно, но в 22 году опять окончательно решился вопрос, что Украина никогда не будет снова частью России. И вот это Путин попытался изменить силой, войной, у него это не получилось. И, конечно же, вот позиция Соединенных Штатов Америки последние 3 месяца, 90 дней снова окрылили русистов. Им эти переговоры, им разговоры нужны были по поводу переговоров, но не перемирие и не мир с Украиной. Просто разговоры, они были выгодны в этой ситуации, и они снова вдохновляли русистов на большие подвиги, с тем, чтобы они как можно быстрее закончили уничтожение украинского государства. А сегодня, когда уже Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, когда они окончательно заняли позицию, что Украина сохранится как международный субъект, как субъект международного права, как государство, вот теперь будут такого рода заявления, которые делают. Но никуда имперскость этой сути, этой системы, она не делась. И не денется до тех пор, если даже война закончится в границах 91 года, но Россия сохранится в том качестве, в котором она начинала эту агрессивную войну, это будет не конец, это будет снова отложенная война. Поэтому сегодня раз и навсегда мы должны сделать так, чтобы вот это территориальное образование под названием Российская империя, Россия, она должна быть децентрализована. И народы, которые сегодня находятся в колониальной зависимости, должны быть освобождены. Сегодня в Украине, в Грузии, в Молдавии происходит то, что тогда было заложено в Чечне. Именно те методы, которые они отработали, обратите внимание, один к одному. Просто все повторяется. Они ничего не выдумывают. В 93 году принимали новую конституцию. Чеченскую республику взяли просто и вписали. Даже вот той имитации, которая была в Украине, там, с Крымом, с другими регионами, даже этого не было. Просто взяли и вписали. И потом начали наводить конституционный порядок. И спустя 30 лет, что говорит Путин американцам? Вот эти регионы, Донецк, Луганск,
Харьковская область, это самое, что они являются частью России, потому что они внесены в Конституцию России. Вот все. И вот та же система будет сохраняться и в будущем, если если Россия останется именно в тех границах. И сегодня самое главное после освобождения Украины – это признание независимости Чеченской Республики и других регионов, которые заявляют о своем желании быть свободными и независимыми. Если российская армия не будет разгромлена в Украине, если Россия не потерпит военное поражение в Украине, то все, что Путин говорит, оно сбудется. Я просто напоминаю, опять-таки привожу параллели. Как обеспечена правопреемственность или преемник Ельцина? Как определился? Определился после Чеченской войны. Когда началась Вторая русско-чеченская война, объявился преемник, который гарантировал Ельцину полную безопасность и сохранение финансов. А вы знаете, в это время как раз-таки Карло Дель Понте, Международный трибунал, возбудил уголовное дело против Ельцина и его семьи. И только то, что Путин стал преемником, и он гарантировал безопасность Ельцину и его семье, все сохранилось. И ельцинская семья сохранила все те богатства, которые они наворовали в период правления Ельцина. То же самое, если тогда речь шла о миллионах награбленных в результате правления Ельцина, то сегодня при Путине речь идет о миллиардах и триллионах. Конечно, это огромное состояние. И люди, которые владеют этими деньгами, этими акциями, они как раз-таки очень заинтересованы в появлении преемника Путина. Это говорит о том, что когда человек говорит о преемственности и о преемнике, это говорит о том, что никогда в России при сегодняшней системе не будет демократических выборов. Что оно останется вот тоталитарной, авторитарной системой, которая будет представлять угрозу всему миру. Поэтому мы и должны исходить из того, что сегодня мы не должны слышать ни заявления, ни высказывания, ни такие какие-то мирные инициативы со стороны России относительно Украины и украинской войны, кроме капитуляции и кроме привлечения к ответственности военных преступников и компенсации за содеянное и за разрушение. Никакой другой разговор или других речей не должно быть у тех, кто видит будущее без угрозы со стороны России. На чьей стороне Соединенные Штаты Америки окажутся в конечном итоге. Вот да, вот все эти разговоры, попытки. То, что было недосказано и кому-то казалось, даже чисто рейгановской гвардии, которая находится в составе республиканской партии, они тоже считали, что Байден допустил ошибку, что он сделал недостаточно все, чтобы, во-первых, предотвратить войну, а во-вторых, чтобы она быстрее закончилась. В этом они на самом деле были правы. И с самого начала, зная, что среди республиканцев война в Украине и позиция демократов непопулярна, Трамп взял и начал озвучивать о том, что он закончит войну за 24 часа. На самом деле Трамп, он не системный политик. Он не является заложником международного протокола, однозначно, и поэтому он себе позволяет многие вещи, которых мы сегодня считаем какими-то экстравагантными и непонятными для нас и для многих, потому что мы привыкли жить, существовать по протоколу. И по протоколу нас убивали 30 лет. 300 тысяч чеченцев было убито именно потому, что Соединенные Штаты Америки и политики руководствовались международным протоколом. Они для себя освоили, что Чечня это внутреннее дело, и значит русские могут сделать с чеченцами все, что угодно. И они им позволяли делать. А Трамп, в отличие от этого, он не системный политик, и он не заложник вот этого международного протокола. Но он являлся заложником своей риторики, предвыборной риторики, которую он озвучивал, что 24 часа, 2 недели, 1 месяц, или даже вообще до того, как он выиграет, и сразу война закончится. Путин, Володя, мой друг, мой брат там и сват. Но
он все эти моменты, оказывая невероятное давление, которое на самом деле являлось позором для Соединенных Штатов Америки, оказывали давление на Украину с тем, чтобы Путин пошел на остановку войны. Но окончательно они уже разуверились в этом. И они понимают, что Путина с самого начала, вот как пытался президент Зеленский объяснить в овальном кабинете, что одними дипломатическими методами Путина и Россию не склонить к миру. Тогда его не услышали. Они решили по-другому, по-своему. Но сегодня абсолютно очевидно, что Путин не может остановить войну. И это даже вопрос не в Путине. До тех пор, пока вы вспомните историю, Российская империя во всех ее формах, она существовала за счет войн. Война – это панацея от всех проблем для России. И она не изменилась ни в царскую, ни в советскую, и не сегодня в псевдодемократическую империю. И оно не изменится до тех пор, пока она будет сохраняться как империя. И мне кажется, сегодня вот заявление уже Соединенных Штатов Америки, официальных лиц о том, что мы с вами и с вашими коллегами говорили, что Америка будет продавать оружие. Абсолютно, я был в этом уверен. И они будут продавать оружие. Да, они использовали возможный вариант усмирить, достичь перемирия. Хотя они тоже, я думаю, до конца в это и не верили, что это возможно. Ну, они так посчитали, что вот это будет их такой ход на первые 100 дней. А сегодня Джиди Вэнс говорит, еще следующие 100 дней они будут заниматься попытками и прочее. Все, уже понятно. И разрешили уже, оружие будут продавать. Все. Теперь они перейдут именно к варианту, о котором говорило руководство Украины. Вот эти соглашения, стратегические соглашения, подписанные с редкоземельными металлами, да, это же инициатива была Украины с самого начала. Это они, Зеленский, президент Зеленский внес в свой план мира вот этот пункт. И он сегодня реализован. На самом деле это очень большое событие. С сегодняшнего дня Америка и Украина являются стратегическими союзниками, которые имеют в долгосрочной перспективе общие интересы. И вот это очень важный фактор. И с этого момента можно считать, что сегодня уже, да, если они официально признавали, что Байден не реализовал возможности давления на Россию от 10, только 3 балла было использовано, то сегодня они должны, чтобы вынудить Путина, использовать все 10 баллов. Россия никогда не заканчивала войны самостоятельно. России нужно было принуждать к миру всегда. Если война где-то заканчивалась, она закончилась только потому, что Россию вынудили. И сегодня только этот вариант сохраняется. А вот этот вариант сегодня будет иметь последствия от выхода Советского Союза из Афганистана, из других восточных республик, то сегодня оно должно идти с трансформацией России, с децентрализацией Российской империи, с освобождением колонизированных народов. И только в этом случае можно считать, что наступит мир и можно обеспечивать стратегическую безопасность во всем мире. До тех пор, пока существует Россия и восседает вот Организация Объединенных Наций с правом на вето, никакой стратегической стабильности в мире не будет. Когда Путин проводил военные парады, Ельцин и Путин, когда шла война в Чеченской Республике, они были абсолютно уверены в том, что мы не можем ничего предпринять против них. Но сегодня есть опасность, что Россия, как и в 1999 году, если Украина из-за уважения к ветеранам войны, Отечественной, Второй мировой войны, которые соберутся там, и не сделают ничего, да, и не нанесут какой-то ракетный удар или что-то. Но сегодня путинская система и ФСБшники, они могут организовать масштабный террористический акт с тем, чтобы обвинить в этом украинцев и Украину, как они в свое время сделали с чеченцами.
Они взорвали собственные дома и в этом обвинили чеченцев и начали вторую русско-чеченскую войну, крупномасштабную агрессию совершили. И поэтому, Юрий, нельзя исключать вот этот вариант. Я не думаю, что сегодня при всем моем желании, я бы, конечно, этого пожелал бы, чтобы в этот день русские почувствовали, что такое война, чтобы везде, не только в Москве, а по всей России, где есть такая возможность. Этого я не думаю, что украинское руководство пойдет на то, чтобы совершить какой-то вот такого рода акцию в Москве во время парада. Но что российские спецслужбы могут это совершить и потом обратиться в Организацию Объединенных Наций, созвать Совет Безопасности, обсуждать вот вопрос, какие нацисты и какие фашисты в Украине. Поэтому вот этот вариант нельзя исключать. И поэтому нам те люди, которые отказываются ехать, я думаю, что изначально даже не исходя из угрозы собственной безопасности, это аморально. Сегодня ехать в Москву и праздновать победу над фашизмом с фашистами. Я думаю, что вот это в большей степени может отторгнуть от участия многих политиков, которые были приглашены туда. Именно вот этот факт. Это пир во время чумы. И сегодня верх цинизма будет заключаться в том, что продолжая убивать украинцев, которые внесли львиную долю для достижения победы над немецкими нацистами, бомбить Украину и праздновать победу над фашизмом, это верх цинизма. И то, что Путин даже затеял это. И поэтому я очень серьезно отношусь к тем заявлениям, которые делает сегодня Медведев и Захарова относительно того, что может что-то произойти в Москве во время парада. Поэтому вот исключать вот этот вариант нельзя. Путин очень серьезно зависим на сегодняшний день от Кадырова. И вспомните его поездку в Чеченскую республику, когда он сфотографировался с всеми членами семьи, когда он принимает отпрысков Кадырова-младшего 17-18 лет, он на день рождения их принимает у себя в Кремле, дарит им какие-то подарки, делает их министрами и прочее. В этой ситуации, конечно же, я думаю, что очень показательно для Путина, который каждую неделю отправляет своего представителя Выскова к Путину и называет его другом. А его друг, он просто подкаблучник Кадырова, бандита Кадырова, который сегодня на крови собственного народа добился тех благ и тех успехов, которые он имеет. Потому что это Путин ему позволил делать с чеченским народом. И он его назначил как вызов, брошенный всему чеченскому народу за первое поражение России в Чеченской республике. И поэтому я не верю вот во все эти слухи относительно, что он его не принимает. Я уверен в том, что по-любому у них есть прямая связь, я это точно знаю. По одному звонку Кадырова или он прилетит к нему, или он примет Кадырова у себя. Поэтому пока существует сегодняшняя система, Кадыров им просто необходим. То есть какие-то изменения в самой республике сегодня, они очень могут серьезно сказаться на всей конфигурации власти и всей той системы, той вертикали власти, которую Путин установил и не только на Кавказе, но и по всей России. Поэтому я не допускаю, что между Кадыровым и Путиным что-то произойдет, пока один из них жив.